Полный разрыв произошел тогда, когда я узнала, что хочет жениться. Мгм. Да. Как ты узнала об этом? Он сам мне пришел, сказал, такой радостный. И мне так очень плохо стало. Я говорю, а почему тогда ты мне талак не отдаешь? Ты что, хочешь усидеть на 2 стульях? То есть в тот момент ты ожидала, что ты его проучишь, и это будет самый большой урок в его жизни, и уже достигнув, ну, образно, до дна, и вот оттолкнувшись, вы сможете, может быть, что-то такое построить, да. Трансформироваться, И в да. этот момент ты узнаешь, что он с другой, и что он собирается жениться. Да. Что должно внутри произойти? Для меня это уже Это была чуть ли не маленькая мурашки смерть. просто. Это было для меня бесповоротный момент на тот, потому что буквально до этого, месяц до этого, он пришел в первый раз за то время, как он меня бросил, он сказал: Эля, оказывается, вот знаете, вот, оказывается, я тебя люблю. Нам вдвоем вместе быть это более перспективнее. Я тебя люблю, туда-сюда. И вот я помню одно слово, вот в доказательстве того, что я тебя люблю, я никогда не женюсь. И ты, говорит, поймешь, говорит, я не буду счастлив на стороне, и ты поймешь, насколько я тебя сильно любил. Любил или люблю, короче. И буквально через месяц он женится. И я такая, А до этого ты не знала, что он в отношениях? ну как, Слухи не доходили. Ну, у нас такая тусовка не очень большая, да и вообще Бишкек сам маленький город. не искала эти слухи, может, не хотела слышать. И думала, ну, что там на стороне походит, побесится, перебесится, придет, да, вот, например, мы же, ну, и получается, вот когда вот он мне сказал, я сказала, Эля, какая ты молодец, что ты соблазну не поддалась, потому что это было неискренне. И если бы это было бы искренне, человек держал бы слово.